Да я не знаю, как это переводится. Все, решено. Я буду учить коми-язык. Дуолинго здесь явно не помощник. Я знаю, что делать. Да, думаю, для меня такое пока рановато. Что ж, обратимся за помощью к знающим людям. Ну, вообще, я считаю, что изучение во всем и всегда должно начинаться с желания. Если не будет желания, то не будет прогресса в изучении, поэтому при изучении коми-языка я тоже к этому ссылаюсь. А последовательности, ну, такого шаблона нет, но каждый для себя выбирает свой путь изучения. Он может выбрать изучать правил, кто-то может выбрать изучать сообщения с кем-то. Ну, с этим у нас проблем не будет. Я готова упорно работать и познавать. Энтузиазма во мне хоть отбавляй. Я этот коми-язык одной левой изучу. Что там дальше по списку? Я думаю, что надо начать с литературы какой-нибудь, да, которая поможет, да, для изучения. Научная литература, учебная литература. Сайты библиотек, например, да, где тоже есть, имеется коми-литература. Ну, к примеру, скажем, наша электронная библиотека, да, Сыктывкарского университета, где, скажем, учебные пособия, которые издает наша кафедра, она вся там выложена на коми-языке, пожалуйста, к ним можно обращаться. Если бы не знала коми-язык и появилась у меня такая потребность, чтобы вот хочу его изучить, я бы, наверное, начала с какой-либо детской литературы, либо детских журналов, и в ней как-то более пояснительно, все более интересно и более понятно на самом деле. Вот это я понимаю. Причем буквально. Ну а что, тоже познавательно? Больше всего поможет практика. Практика с людьми, которые изучают этот язык как родной, которые разговаривают на нем, потому что язык не слишком легкий, и его будет легче изучать на практике. Нужно, чтобы ты вошел в круг с теми, кто владеет этим языком. Тебе так будет легче учить язык, и ты больше поймешь. Так, пора подключать свои связи. Привет, можно я с тобой немножко поговорю на коми-языке? Хочу попрактиковать свое произношение. Да, конечно, давай. Но ты мене ведеш шу? Гашка ты очем я, котка черный комик вен. Аття? Супер, ты вообще молодец. Мы дальше ты навела. Классно, классно. Следующий пункт по списку – вспомогательные ресурсы. Так, что нам там посоветовали? Такой электронный ресурс, но он больше не для изучения, а для информации. Это Рувики. Там просто вбиваешь любой регион, например, коми, и там выходит вся информация на коми-языке даже. На самый такой мной часто используемый ресурс – это вот FullUp. Это такой сервис, в котором есть и словари, и библиотека на коми-языке, и даже орфосервис, в котором ты можешь проверить, правильно ли ты написал. Также есть сайт comic.ru, там коми-произведения. Кто поизучил, они уже могут там стихотворения, всякие рассказы, повести прочитать. Тут можно и в словаре кое-что подсмотреть, и на коми-википедии позависать, и даже скачать полноценные курсы. Это мы точно берем на заметку. Пусть вас не пугают эти 16 падежей, эти 10 диалектов. Это просто звучит страшно, но на самом деле просто стоит начать, и дальше вы уже пойдете. На самом деле вы уже начали его изучать, если вы читаете названия улиц, если вы ходите в государственные учреждения, вы читаете эти надписи слева от русского языка, вся на коми. Можно зайти в магазин, спокойно увидели там, например, в пятерочке или магните над каким-то названием определенных полок, название напитков или же хлеба на коми-языке. То есть уже ознакомление как таковое оно идет. В социальной сети ВКонтакте есть сообщество «Центр этнокультурных инициатив». Там сейчас выкладываются короткие видео, которые называются «Коми-язык за 30 шагов». Также можно посмотреть вот это вот там. Коротко и ясно все объясняют. Выучить новый язык – работа кропотливая, долгая и требует много усилий. Но сегодня я поняла, что все, что тебе нужно – это знать, с чего начать. И тогда изучение такого, казалось бы, сложного языка, как коми, станет доступным и увлекательным.